Здравствуйте, уважаемые зрители! В первые десятилетия существования советской власти большевики использовали множество способов распространения коммунистических идей среди широких слоев населения. Для этого применялись все существующие на тот момент виды искусства, в том числе и изобразительные. Например, для размещения революционных лозунгов и тематических рисунков использовалась фарфоровая посуда. Данные изделия даже получили специальное название – агитфарфор. В настоящий момент в музеях Российской Федерации и зарубежья хранится огромное количество данных экспонатов, которыми интересуются как коллекционеры, так и искусствоведы. Один из таких образцов агитационного фарфора находится в зале современной истории, экспозиции нашего музея. Но перед тем, как мы его вам покажем, ненадолго окунемся в историю. Производство фарфоровых изделий в России берет свое начало с 40-х годов XVIII века, когда была основана Невская порцелиновая мануфактура, на которой сподвижник Михаила Васильевича Ломоносова Дмитрий Иванович Виноградов фактически заново открыл секрет изготовления посуды из данного материала. В 1765 году мануфактура была переименована в Императорский фарфоровый завод, ставший впоследствии одним из крупнейших в России и Европе. Некоторые образцы дореволюционного фарфора хранятся в фондах нашего музея. Перед нами тарелки, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе в первой четверти XIX века. Мы видим, что представленные изображения демонстрируют живописные виды Царского Села, Петергофа и Павловска того времени. В 1918 году предприятие было национализировано, переименовано в Государственный фарфоровый завод и передано в распоряжение Народного комиссариата просвещения. Тогда же перед предприятием была поставлена новая цель – разрабатывать агитационный фарфор, революционный по содержанию, совершенный по форме и безукоризненный по техническому исполнению. Данная работа была поручена группе художников под руководством Сергея Васильевича Чехонина. В свое время он принимал участие в разработке одного из самых первых советских военных флагов, а также государственной печати РСФСР. Именно Чехонин создал первые яркие образцы агитационного фарфора. Едва ли не единственный из многих специалистов завода, Чехонин в совершенстве владел всеми тонкостями и хитростями фарфорового дела. Эмальер, керамист, ювелир, стекольщик, график, миниатюрист и блистательный непревзойденный мастер собственноручной росписи фарфора. Ну а теперь пришло время на примере нашего экспоната ознакомиться с процессом изготовления агитационного фарфора. Перед нами тарелка с красочной надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и ярким рисунком. В качестве материала для росписи применялись чистые фарфоровые заготовки, предназначенные для пополнения сервизов в различных учреждениях Министерства императорского двора, которые назывались бельем. В нашем случае была использована тарелка, изготовленная еще в 1902 году, на что указывает марка Императорского фарфорового завода, помещенная на обратной стороне экспоната. Однако изображение было нанесено лишь в 1921 году, о чем свидетельствует очередная марка в виде серпа, молота и шестеренки с датой, расположенной там же. Таким образом, в этом году исполняется ровно 100 лет с момента росписи данной тарелки. В советское время простейшей формой агитации являлись яркие и красочные плакаты с простыми кричащими лозунгами-призывами, также отраженными на лицевой стороне экспоната. В данном случае перед нами один из самых известных коммунистических лозунгов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», впервые высказанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в манифесте Коммунистической партии. Примечательно, что выбор лозунгов не был произвольным. Для этого существовал специально подготовленный государственной комиссией цитатник, откуда художники брали подходящие варианты. Надпись выполнена рубленым шрифтом, который был придуман художественным директором завода Сергеем Чехониным. На обратной стороне тарелки также размещена подпись художника, по которой нам удалось определить автора рисунка – Марию Заботкину. К сожалению, никакой информации о ней нам найти пока не удалось, кроме указания ее во многих справочниках как автора оригинальной подписи. В конце 1920-х годов пожар мировой революции стал постепенно затухать, в результате чего широко известные на тот момент лозунги стали терять свою актуальность. В искусстве стали проявляться нотки соцреализма, что ознаменовало собой отход на второй план революционного творчества авангардных художников. Наконец, в 1928 году Сергей Чехонин, один из художественных основоположников
агитационного фарфора эмигрировал в Париж. Несмотря на то, что тарелки с серпами и молотами продолжали издаваться к различным революционным праздникам и торжествам, интерес к ним стал постепенно угасать. Поэтому специалисты, искусствоведы и коллекционеры в большей степени ценят именно образцы агитационного фарфора первого десятилетия советской власти, один из которых находится в зале экспозиции нашего музея.